Ребята, всем привет! Рад вас снова видеть на своем канале. Карты легли как надо, и я, как и планировал, приехал в Рязанскую область к своему товарищу и подписчику моего канала Андрюхе. Вот, на водоем некий, так скажем. Здесь он заливается в разлив с реки Цна, это как бы затончик такой. Вот, приехал ловить щуку. Андрюха уже поймал щучку и окушка. Вот, сейчас тоже будем его догонять в этом деле и наказывать щуку за украденный воблер. Будем ловить преимущественно на воблеры 110, 130. Посмотрим, может быть, где-то покидаем вертушку. Ну все, начинаем, поехали. Ловись, рыбка большая и маленькая. Есть. Да, попалась. Щучка. Андрюха сейчас поймал такого же, наверное, щурка. Подплывай, говорит, ко мне. Что-то там, говорит, возле травы встал. Да, подошел к Андрюхе и поймал. Подсачника у меня нет. Сейчас рукой будем брать. Воблер 110 орбит. И вот такая вот щучка. Попробуем принять ее рукой. Вот так вот. Нет, так не пойдет. Он что делает? Летает. Летающая щука. Блин, она у тебя, по-моему, от воблера отцепилась и заново попала. А, нет. А где воблер? Не, воблер там. Под ней Да, воблер. да. Ребята, сейчас это... Блин, рука теперь сопливая. Смотри, осторожно. Да, нет, как... Крючки в палец нам не надо. Воспользуемся, наверное, лип-гриппом. Только пасть она почему-то не открывает. Ну, такое себе, блин. Подсачник уже в лодку не беру много-много лет. Не знаю почему. Только маленький у меня для ловли головля. А большой какой-то там в гараже валяется. Я думаю, что он уже заржавел. Может быть, просто ее забросить в лодку? Как бы не оторвался воблер, да? Попробуй за спину. Воблер под ней, в принципе. Да воблер-то вот как раз под ней там. В районе хребта он там. Сейчас схватишь, пожалуй. Попробуем за поводок, давайте, вот так. Блядь. Да тихо. Все, тихо, ребят. Весь извозился. Ну, сейчас отцеплю и продолжим. Ну, такая в районе килограмма. Такие тут, в принципе, и клюют. У Андрея на видео я посмотрел, да, как я и обещал. Приехал сюда. На крайнем видео, где я ловил головля, и щука у меня забрала дорогой уловистый воблер, да. Ссылочку на это видео там отставлю под этим видео. Посмотрите, да. Вот. И я приехал наказывать щуку сюда, в Рязанскую область. Первая наказана. Буду забирать. Ну, если, естественно, много поймаем, что-то отпустим, а так в планах взять и закоптить. Коптильню в этом сезоне я еще не доставал. Начнем рыбалку со 110-го орбита. А потом посмотрим, другие, может, какие-нибудь еще покидаем. Поклевки есть. Чаще у Андрея, нежели у меня. Щука его тут знает в лицо, поэтому у него тут почаще клюет. Есть?
Во, ага, смотри чего. Видишь, она там вот стоит. Так, выматываем. Поклевка тут была, там, на выбросе, прям издалека. Так, у Андрюхи прям поклевок на порядок больше, чем у меня. И вот у него вторая щука. Получше вроде как. Смотрим. Не монстр, конечно. Но если не мимо, то я думаю, полторашечка должна быть. Ну, стандартные щурки, как ты и говорил, да? Кило плюс. Вот. Да? Так, нужно догонять. Вторая щука. И третья у нас Сергей. Ну, родимый, живет. Стандарт. Есть, ребятки. И у меня поклевка. Отлично. Да нет, такой же маленький щурок. Такой же маленький щурок. Как раз в коптилку. Можно сказать, дуплет. Значит, у меня куканы нету. Он так же, как и подсачник, где-то валяется в гараже. Потому что большую часть улова я своего отпускаю. Не беру. Но сегодня вот рыбалочка такая. Нужно наловить. И завтра, Бог даст, закоптить. Вот. У Андрюхи есть кукан. Сейчас буду к нему в баркас перебрасывать. У Андрюхи вон нормальная такая лодка местная тут. Дедовского производства. Дед его сделал, она тут стоит постоянно, и Андрюха с нее рыбачит. Ну все, у нас еще один щурок в активе. Сегодня берем. Продолжим рыбалку. По две щучки мы с Андрюшкой уже завалили. Сейчас будем потихонечку перемещаться вот по кругу и как-то вот, ну, облавливать прибрежную зону, наверное. Наверное, так. Еще одна? Да ничего себе. Это воблерная щука, ее можно обратно на живца бросать. Да? Сошла. Отвалилась, да? Маленький щурок у Андрюхи отвалился. Такой же, своблер. Ну, поклевки есть, и это радует, как бы. Первоначально мы приехали не за рыбой, конечно, а на рыбалку. Поклевки есть, и это уже хорошо. Погода отличная, тепло, дует ветерок и довольно-таки комфортно. Сейчас здесь немножко еще покидаем, если была поклевка тоже, да. Покидаем, если поклевок не будет, то сместимся. Но пока поклевочки есть. По поводу того, как твичить воблеры, ребята, ну это, как говорится, каждый
твичит как он хочет, и лишь бы это приносило результат. Вот, там много всяких тем на эту тему, как надо правильно дергать воблеры. У каждого своя техника, снасти. Ой-ой-ой, это что-то у нас покрупней, наверное, чем до этого было. Да, это покрупнее, ребята. Или чего там такое, не пойму. Такой же, ну, очень бодрая щука, да, немного покрупнее. Воблер полностью у нее в пасти 110. Смотрите, что делает. Очень бодрая летняя щука. Поводок титановый, специально предназначенный для рыбалки твичингом, но есть нюансы, как бы, когда он новый, все хорошо, а когда сезон или пару сезонов провалялся у вас в сумке, то может отгнить там вот эта фурнитура. Так у меня уже было, и я потерял при забросе один из дорогущих воблеров, так скажем, известных. Вот, поэтому немножечко очкую. Как бы снова такая оказия не произошла. Очень бодрая щука. Да, это уже такая там кило 200, наверное. Да что такое? Да ничего себе, в лодку хотела сама запрыгнуть. Все, зафиксировал ее лип-гриппом. Вот такая вот щучка. Ну и, как вы видите, орбит 110 в шахте находится, да, перевернутый лопаткой туда в глотку. Скорее всего, даже при доставании воблера я поврежу ей жабры, как бы. Ну, неплохая щучка, да, около полторашки, я думаю, в ней есть. Фу, давно мечтал о такой рыбалке, я вам скажу. Андрей, спасибо. Да нет. Что? Что ли еще будет? Сегодня только начало. Да, мы только вышли на воду, в принципе. Где-то около часа мы бросаем. И уже такие неплохие результаты. Я очень доволен. Все, не буду показывать, как я вам все тут это достаю. Вот. Отцеплю и продолжим. Там трекало что-то. Ага. Вот, и он, когда... Ну, я по карте посмотрел, что как бы этот, ну, соединяется с Ноем. Видимо, это может быть какая-то, ну, старая там тема, да? Ну, вот Андрей подсказывает, что в последнее время даже не заливается эта лужа, но здесь есть родники. Здесь и жерех, и судак, говорит, присутствует. Люди это все здесь ловят. Вот. Соответственно, на берегу рыбаки ловят и белую рыбу. Ну и не без сетей здесь, да. Значит, ссылочку на канал Андрея я оставлю. Он здесь постоянно рыбачит и не раз вытаскивал сети браконьерские. Ну это уже вообще вот люди, да, здесь, грубо говоря, в черте города и сами у себя здесь срут. Андрюха молодец, все это вытаскивает и выкидывает. Здесь вся рыба есть. Но нас сегодня интересует больше щука и окунь, если будет в прилове. Там он за кустами слышно, как идет моторка по цне. Андрюха говорит, давай по последнему забросу и поплывем дальше, а то не клюет. Я сделал заброс в другую сторону, мы обрасывали, так скажем, то направление. Я кинул за спину, и у меня клюнул, вон маленький щурок отвалился, слава богу. Такой нам не нужен. Ну все, здесь кидаем, поклевки прекратились, активную мы щуку сняли. Сейчас немного сместимся и попробуем еще. Больше на щуку похоже.
Поднялся сильный ветер, нас тут сносит, блин. Якоря не особо держит, илистое дно. Андрюха сейчас перед этим поймал маленького щурка, отпустил. И сейчас вот щучка клюнула такая съедобная, как говорится. Но мы здесь кидаем, блин, уже, наверное, минут 15-20 на этом месте. Эх, и шнур оторвался. И опять в ногу воткнулся, блин. Хорошо вот в штанину, а то в прошлый раз Андрюхе в ногу воткнулось, он там операцию делал в лодке. Вот так вот. Подсачник, наверное, все-таки нормальная тема. Не, подсачник, да, мне просто лень за ним съездить. И вот, эх, свалилось, блин. Хотел сказать, и у меня маленький щурок клюнул. Отвалился, блин. По лесу. Выпрыгнул. Да, дал свечку и отвалился, короче. Щука, которая выпрыгивает, достойно уважения. Ну и ладно. Я только заплатил. Андрюха тоже яростный поклонник соревнований пал. Насмотрелся, как спортсмены ловят на вот таких вот, называют они их мыши. Того ебулгатор вот такой вот огромадный. И купил, за сколько, говоришь? 2300. 2300, только мамке, говорит, не говори. Смотрите, какая фигня. Там, кто на них рыбачили-то? Денисов, Чуланов. А, Денисов, Чуланов, да, вот эти на вот. отборах уже все почти ими ловили. А потом, да, как бы, и Андрюх тоже завел себе вот такого вот монстра. Больше, чем щук, который мы здесь ловим. Какая мышь, какой-то поросенок. Привет, привет! Офигеть! Детям играть давай. Жесть! Да, кто бы мог подумать, вот показали бы вот такую, на такую вот ловить, я бы даже вот жесть просто. На, еще покажи. Да? Бурбот, налимчик. Бурбот какой-то, налимчик. Тоже осенью будем пробовать. Вот, ну вы это, зайдете к Андрюхе на канал, посмотрите, как он ловит самов там, огромадных, на всякое разное, безобразное. И вот на такие приманки, я такими даже и мысли не было рыбачить. Но, как практика показывает, крупная рыба клюет вот на именно на такие вот здоровые приманки. Ладно, сейчас будем смещаться, что-то кидаем. Поклевок не особо тут чего-то. Страшная вещь. Уже часа 3, наверное, не вижу я поклевки. Да и у Андрюхи, в принципе, не клевало. Начинаем возвращаться на, так скажем, первоначальные точки. И Андрюха вон поймал. Все же. Хоп, ну такая, да. Тоже там около килограммчика. Вымучил, ага. А я уже забыл, как поклевка выглядит. Ай! Тоже поймал? Дуплет? У меня вот какой. Время час. Чуть крупнее, но то, Ребята, мне кажется, я часа 3, блин, или 4 не видел поклевки. И вот дождались, вернулись вот где у нас клевали щучки. Хорошенькая, да. Смотри, Андрюхе большую, мне маленькую. Моя отвалилась, но у Андрюхи полностью он там заглотила воблер. Щука как-то локально, что ли, стоит. Ну да, такая фигурка. Вон у него пузо уже. Ага, уже наелась, да? Наелась, да. Я поэтому говорю, она вот утром питает тихо. Так, что хочу сказать. В начале видео я говорил про поводки, да, вот так вот они называются. Винхард какой-то, 12 килограмм, что-то 25 сантиметров длина.
Здесь написано: высокое качество. Каждый поводок вместе с фурнитурой проверяется под нагрузкой не менее заявленной теста. Ну что я могу сказать? Сейчас этот поводок развалился, и Orbit 110 ушел на дно. Да, в прошлом сезоне такая же ситуация у меня произошла с воблером Re-Range от Jackal. И сейчас вот еще один воблер улетел. Запомнили, да? Вот такие вот поводки. Хард вот какие тут, что-то тут титановые, да? Классические титановые поводки. Ни в коем случае не покупайте. Все это говно. Говорю как есть. Все, минус 2 воблера в прошлом сезоне. Один, здесь 2 поводка, по-моему, в комплекте. И сейчас Orbit 110 тоже тавой. Все, запомнили, да? Ну и я запомнил. Больше такие поводки покупать не буду. Крепче и легче стали. Многократно растягивается до 8% под нагрузкой без ущерба прочности. Не поддержана коррозия. Чего нафиг? Короче, печаль, грусть, да? Ну ладно. Андрюха разошелся, ловит тут что-то одну за одной, а у меня не клюет. Сейчас поймал щурка одного, но у него... Сейчас что-то покрупнее. Такой же щурок. А мне щурка. Основные поклевки все вот с одного места. Здесь вот как-то сконцентрировалась щука. Объехали всю эту лужу. И в основном только здесь и клюет. Наконец-то, ребята, у меня клюнул. Андрюха тут таскает одну за одной, одну за одной. Блин, и убежала, блин, собака. Да хорош ты, как была поклевка, блин. Блин. Да как так-то? Андрюха наворочил, там уже целый кукан. А я кидаю, меняю воблеры, меняю, что-то нифига не клюет. Клюнула, и та сорвалась. Большая очень рыба. Гигантская. Может, окунь? Гигантская щука. Какое дело? Не клюет у меня, не клюет. Предположили, что, возможно, мне нужно тоже поставить поводок из флюорокарбона. Андрюха мне дал такой поводок. Сместились на другое место. Той точке решили дать отдохнуть. И наконец-то у меня в руках мега щука. Вот такая вот воблер. Такой тоже под щуку, какой-то окраска у него, да? Усами Kumma 150 FSR. И такой вот щурок, чуть-чуть побольше воблера. Может, расклюется. Время, тем не менее, уже 20 минут 5-го. Все, ребята, подошла к концу сегодняшняя рыбалка. Андрей мне помог наказать щуку, да, за прошлую рыбалку. Да, ну на самом деле это все, ну, шутки, прибаутки, как бы. Рыбу мы с Андрюхой поделили, Андрюха на котлеты. Я завтра поеду на дачу, буду коптить. Ну, в принципе, как бы изначально так все и планировалось. Вот. Ну, хочу сказать, что Андрюха меня обловил.
Вот, у него клевало лучше, он уже с этим водоемом знаком, воблеры у него пристреленные. Вот, мои воблеры где-то не проходили по заглублению, а то, что проходило, у меня оторвалось и улетело, подвел поводок. В целом рыбалкой мы остались довольны, насмерть изнасилованный этой рыбалкой. Сейчас собираюсь и еду домой, до дома где-то 1,5 часа езды. Ну все, на этом спасибо, подписывайтесь на канал, на мой, на Андрюхин, ссылка внизу под видео. И до новых встреч, пока-пока.